Уважаемые земляки, родился я в Тампонском районе, в поселке Джибари-Кихая, в многодетной семье. У нас 7 детей было. Отец заслуженный шахтер РСФСР, а мать воспитывала детей. Закончил я 8-летнюю школу на левом берегу Джибари-Кихая, потом поступил в республиканскую физмат-школу при Якутском госуниверситете, которую закончил с медалью. И волею судьбы поступил в Ленинградский горный институт. Ну, это понятно, это влияние жизни в шахтерском поселке. После завершения университета я пришел работать на шахту Джибари-Кихая, 2 года отработал. Потом меня глава района Соломонов Михаил Прокопьевич пригласил работать в Хандыгу, федеральное казначейство. Я там отработал 5 лет. Ну и когда Илья Семенович Шадрин избрался главой района, он пригласил меня работать в свою команду. Я был первым заместителем главы района. Всегда, будучи на разных должностях, пытался решать те вопросы, которые стояли перед районом, перед населенными пунктами. Что-то получалось, что-то нет, но считаю, что то, что смог сделать, максимально, конечно, я приложил усилия, чтобы в районе были положительные изменения. Не только работая, конечно, и на должности первого заместителя главы района, но и уже будучи в правительстве Республики Саха-Якутия, все обращения, которые ко мне приходили от моих земляков, я на них реагировал своевременно и, конечно же, попытался сделать так, чтобы решения были положительные. Для меня важно, что район сегодня развивается, и мы видим, что как хорошеет в целом населенные пункты нашего района. Видим, что золотодобыча сейчас восстанавливается. Да, вот 1 сентября у нас будет запуск в Нежданинском. Конечно же, хотелось бы, чтобы и угольная отрасль в родном поселке все-таки как-то восстановилась, и, по крайней мере, это ухудшение не было социально-экономического положения моего родного поселка, хотя это на сегодня происходит. Мы все с вами видим, что наш районный центр Хандыга очень благополучный с точки зрения даже социальных объектов, наличия работы, людей, которые в нем живут. У нас появился горный техникум, который готовит специалистов для всей республики. У нас отличные социальные объекты. Недавно глава республики вводил гимназию, которую мы долго очень ждали. Да? У нас есть гордость, это и наши социальные объекты. Сейчас вот библиотека, да? Мы гордимся культурными, спортивными объектами, которые, конечно, нужно тоже содержать в хорошем состоянии. И есть проекты, которые будут еще улучшать жизнь тампонцев. Мы уверены, что будет построен мост. В свое время я участвовал в совещании Росавтодора, в котором участвовал губернатор Магаданской области от Якутии. Я был, и мы обсуждали строительство этого моста, потому что Путин обратил внимание, как развивается дорога Колыма. Этот мост будет, я уверен, он даст дополнительный импульс развития. Мы видим, что у нас ресурсов очень много в районе. Наверняка в какой-то период времени у нас и нефтегазодобывающая отрасль появится, потому что уже геолого-разведочные работы проводились и будут проводиться, потому что рядом у нас достаточно хорошее основание иметь с точки зрения того, что можно будет и в Хабаровский край тоже поставлять нефть с Тамбовского района, в Усмальском районе хорошие перспективы. Нужно достроить дорогу до Джибари-Кихая, которую мы строим уже много лет, и на которую я обращал внимание, и выделялись достаточно серьезные средства, и эта дорога продолжает строиться. Более того, что дороги улучшаются. То же самое Тополиное, по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» достаточно много средств за последние годы было направлено. Но дорога Эльдикан, до Эльдикана, которая Алдан называется, это как раз дорога до Джибари-Кихая. Эта дорога тоже должна стать постоянно действующей, чтобы была связь. Оптоволокно появилось в районе. То есть позитивных моментов много, и они еще будут. Тампонский район, как и все районы, участвует в программе переселения граждан из аварийного жилья. Я сам участвовал в данной программе, и с главой республики мы были в поездке, когда
водились такие дома, видели счастливые лица наших жителей. Поселки преображаются, даже Тополиное возьмите, да, жилфонд, насколько улучшился, в Хандге много строится жилья, в Джибарике, Хая несколько домов было построено. Это будет продолжаться, потому что программа действует, продолжает работать. И, конечно, хотелось бы, чтобы новое качественное жилье строилось в Тампонском районе, и жители получали качественные, хорошие услуги. Уважаемые земляки, поздравляю вас с юбилеем. Пожелать, конечно же, человеческого счастья, в первую очередь, в такой сложный период, здоровья всем, не болеть. И, конечно же, чтобы жизнь только улучшалась, любить нашу родину, Тампонию, как Илья Семенович говорит, Тампония, земля тут, прекрасная земля это наша, да. И пожелать, чтобы все-таки все было благополучно, чтобы район наш всегда был в передовых районах по республике, как исторически это сложилось с самого основания района. Ну и счастья и благополучия всем.